Это прямой эфир телеканала «Якутия-24», программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Здравствуйте, смотрите сегодня. Кто прав, а кто виноват? ОНФ говорит, что реконструкция республиканского онкодиспансера выполнена некачественно. Служба госзаказчика твердит об обратном. Борьба со стихией. Как продвигается тушение лесных пожаров по республике. Безопасность на дорогах. ГИБДД в Ленске проводит летние рейды. Приятное с полезным. Дети сахалинских оленеводов приехали в гости в село Иенгара Нерюнгринского района. С какой целью? Рай домашних продуктов в Подмосковье. В деревне Собакино делают экологически чистые продукты. Вертолет Ми-26 совершил вынужденную посадку в Якутии. Об этом сообщило агентство ТАСС. По данным, никто из находившихся на борту не пострадал. Издание Life уточняет, что вертолет принадлежит ФСБ. Вынужденную посадку он совершил в Мегино-Кангаласском районе. По данным источника издания, на борту воздушного судна находились 5 пограничников. Самолет-амфибия Б-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра прибыл в Якутию для тушения лесных пожаров. За минувшие сутки в республике ликвидирован 1 лесной пожар в Тампонском районе и локализовано 11 пожаров. Продолжаются работы по тушению 15 очагов возгораний на общей площади 644 гектара. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Нюрбинском, Сунтарском, Ленском, Мегино-Кангаласском и Усть-Алданском районах. В тушении задействовано более 800 человек из служб наземной охраны лесов. Это парашютисты, десантники, лесничие и спасатели. Кроме того, мобилизовано около 300 местных жителей. Как отмечает МЧС, лесопожарная обстановка в Якутии остается сложной, однако крупных пожаров нет. Усугубляет ситуацию отсутствие осадков, сухая и ветреная погода. В настоящее время в Жиганском и Верхоянском районе действует авиация МЧС России. Всего с нарастающим итогом слито в данных районах свыше 527 тонн воды. Также в Жиганском районе работает аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия в составе 10 человек. Сегодня из города Хабаровска вылетел самолет Б-200 в нашу республику для привлечения его на тушение лесных пожаров на территории Якутии. В связи с жаркой погодой особый противопожарный режим введен на территории Ленского района. На данный момент действуют 2 пожара в 73 километрах от Ленска и недалеко от поселка Витим. Отмечается, что они почти локализованы. Кроме этого, из-за пожаров в Иркутской области есть задымленность в Ленске и в поселках Витим и Пеледуй. МЧС рекомендует не выходить в лесные массивы во время сильного задымления, а за нарушение правил противопожарной безопасности могут назначить штрафы. Если граждане или должностные лица, юридические лица, допустим, допускают нарушения в области пожарной безопасности в лесах, в связи с чего, там, допустим, происходит лесной пожар там, или возникновение лесного пожара, это влекет административное правонарушение. Ну, смотря от ущерба, конечно, но административное наказание удваивается. То есть, если на гражданина был штраф в 2000 рублей, в особый противопожарный период, режимный период, 4000 рублей становится. Ну и, соответственно, муниципальные власти имеют право при необходимости ввести запрет посещения лесов, могут поставить шлагбаумы на дорогах и запрещать гражданам посещать леса. К другим новостям. Несанкционированные работы по перепланировке стали причиной взрыва бытового газа в одном из строящихся домов в микрорайоне Прометей в Якутске. Об этом сегодня сообщили в управлении Госстройжилнадзора. Предположительно, участник долевого строительства провел работы по перепланировке без согласования и до официального ввода здания в эксплуатацию. В настоящее время работает техническая комиссия по расследованию причин, обстоятельств и виновников взрыва. Кроме этого, процессуальную проверку проводит Следственный комитет. В результате происшествия пострадал 32-летний мужчина, который с термическими ожогами доставлен в больницу. В момент происшествия он выполнял сварочные работы. Часть сдачи дома, конечно, это отодвинет сроки, еще из-за того, что идет перепроектирование нежилых помещений под детский сад, ясли.
Вот. Но на сегодняшний день, если застройщик проведет обследование, приступит к восстановительным работам, то поскольку на этом этаже, на одном этаже же, да, на 6-м этаже произошли деформации, то застройщик вполне сможет уложиться в сроки, установленные в проектной декларации. Максимально эффективно использовать инвестпотенциал региона, наладить взаимодействие с федеральными органами и международными финансовыми организациями. Такие цели и задачи стоят перед участниками выездной сессии Восточного экономического форума, которая проходит в Якутске. Председатель правительства Владимир Солодов отметил, что важно инвестировать не только в крупные инфраструктурные проекты, но и в социальную сферу, например, школьное образование, здравоохранение, развитие городской среды. А вот что говорит первый вице-премьер. И основная целевая задача, которую мы ставили перед собой, принимая решение о проведении выездной сессии, это, конечно, организация работы с международными финансовыми организациями по привлечению инвестиций, приоритетные инфраструктурные проекты. А глава республики Айсен Николаев, подводя итоги первого дня работы, призвал продолжать наращивать сотрудничество с международными финансовыми организациями для реализации проектов, нацеленных на повышение уровня жизни в республике. Дальнего Востока. Сегодня развитие Дальнего Востока идет достаточно динамично. Нужны колоссальные средства, на мой взгляд, сопоставимые по своим размерам с той суммой, которая в целом по стране выделяется на национальный проект. Потому что развитие Дальнего Востока – это приоритет нашей страны на весь 21 век. Задач стоит очень много. И, конечно, это требует колоссальных, еще раз говорю, в том числе и финансовых средств на развитие, в том числе и инфраструктуры для Дальнего Востока. Для строительства ряда инфраструктурных объектов, которые нужно решать уже сегодня, тот же Ленский мост, те же вопросы развития социальной инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, средства должны привлекаться уже сегодня. Вот. И с этой точки зрения как раз стоимость этого привлеченного капитала будет гораздо ниже, если будут здесь использоваться средства международных финансовых организаций. Правительство Якутии обсудило строительство третьей очереди теплицы «Саюри». Вице-премьер Денис Белозеров провел рабочую встречу с представителями японской делегации. По его словам, проект строительства круглогодичной теплицы «Саюри» станет пилотным в рамках сотрудничества на основе единой платформы с Японским банком для международного сотрудничества. Со своей стороны, Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона планирует открыть финансирование для строительства к первой декаде октября текущего года. Проект имеет высокую социальную значимость, поскольку привлекателен не только для инвестиций, но и обеспечивает школьные и дошкольные учреждения столицы региона и горожан свежими овощами. Строительство второй очереди республиканского онкодиспансера идет в полном соответствии с графиком. Об этом сообщили в службе госзаказчика республики. Уже через 3 года в Якутии появится современный стационар на 180 койко-мест, оборудованный по последнему слову техники. Сейчас якутяне могут получить высокотехнологичную помощь в радиологическом отделении онкодиспансера, которое открылось после реконструкции в конце прошлого года. Все подробности у нашего корреспондента Дениса Тишина. Через 3 года в Якутске планируется открыть вторую очередь онкодиспансера. Это будет новое здание на 180 койко-мест. На сегодня стационар основного корпуса медучреждения уже не может принять всех нуждающихся в госпитализации пациентов. В сегодняшний день ведутся работы, вот как видите, армирование сокольной плиты с ростверками. Устанавливаются сваи 4-го блока. Из 131 сваи установлены 67 свай. Работы ведутся по плану. На строительство второй очереди онкодиспансера из республиканского бюджета в общей сложности планируется выделить 529 миллионов рублей. Также в следующем году на возведение нового здания медицинского учреждения направят дополнительные средства уже из федерального бюджета. Система для локальной гипертермии «Цельсиус» германского производства, он предназначен для
усиление эффекта лучевой терапии. В кабинетах радиологического отделения основного корпуса онкодиспансера только самое высокотехнологичное и очень дорогое оборудование. Его стоимость десятки, а то и сотни миллионов рублей. Речь идет о таких уникальных аппаратах, как гамма-терапевтический Aerotron Equinex 100 и новейший линейный ускоритель Electa Synergy. С их помощью можно лечить самые различные онкологические заболевания. Терапевтический аппарат, он работает уже с природным источником ионизирующего излучения. Линейный ускоритель здесь получается пучок ионизирующего излучения, он генерируемый. И одно из отличий – это наличие многолепесткового коллиматора, которое позволяет проводить высокотехнологичные методы лечения, такие как АМРТ и ВИМАТ. Радиологическое отделение Якутского республиканского онкодиспансера открылось после реконструкции в конце декабря 2018 года. Сегодня медицинское учреждение полностью соответствует современным стандартам лечения и пребывания онкобольных. Для оборудования с радиоактивными источниками построены специальные каньоны. Для удобства пациентов разработана специальная информационно-навигационная система. А в каждой из 30 палат есть санузел и душ. Условия стали лучше. И раньше было хорошо, а стало еще лучше. Теперь у нас в палатах есть санузел, душ. Медсестры и врачи относятся к нам очень уважительно. Отныне жителям республики не нужно ехать за высокотехнологичной медицинской помощью в другие города России. Весь комплекс лечебных услуг можно получить в республиканском онкологическом диспансере. Лечение наше полностью соответствует потребностям современной радиотерапии и по численности, и по качеству. И наши пациенты благодаря этому могут уже не ездить на высокотехнологичную медицинскую помощь, поскольку мы можем ее оказывать здесь на месте. Реконструкция радиологического отделения онкодиспансера была выполнена в полном соответствии со всеми строительными нормами и правилами, уверяют в службе госзаказчика Республики Саха-Якутия. Новое здание медучреждения будет возведено на таком же высоком уровне. Денис Тишин, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Минута 30, пауза, вернемся, смотрите далее. Безопасность на дорогах. ГИБДД в Ленске проводит летние рейды. Приятно и с полезным. Дети сахалинских оленеводов приехали в гости в Йенгру Нерюнгринского района. С какой целью? Рай домашних продуктов в Подмосковье. В деревне Собакино делают экологически чистые продукты. Репортаж с места событий. Якутия-24, программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. За соблюдением прав инвалидов теперь будут следить сразу 5 ведомств. Это Ространснадзор, Росздравнадзор, Ростехнадзор, Рособорнадзор и Роскомнадзор. Насколько эффективным выстроится взаимодействие между этими органами, покажет время. А к контролю в сфере жилищного надзора, перевозок пассажиров и багажа легковым такси и социального обслуживания будут привлекаться региональные ведомства. Все социально значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года. Об этом журналистам сообщил глава Минкомсвязи. Подключение к интернету школ, учреждений среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей, пунктов полиции осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Всего, по данным Минкомсвязи, планируется обеспечить доступом к сети около 100 тысяч объектов. В 4 пилотных регионах страны более 107 тысяч самозанятых зарегистрировались с 1 января через приложение «Мой налог». Эксперимент заключается в том, чтобы взыскивать с самозанятых налоговые отчисления с помощью специального мобильного приложения, в котором можно заплатить налог по ставке 4% за услуги физлицам и 6% за услуги организациям. С января этого года эксперимент введен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. В Министерстве финансов планируют расширить список регионов, где применяется эта новая налоговая система. Информационный сервис о дорожных пробках на основе искусственного интеллекта появится в России. В планах он придет на смену инициативе платных перекрестков. Новый сервис перспективной платформы «Автодата» будет информировать автомобилистов о плотности транспортного потока, предупреждая о пробках и заторах. Для автовладельцев он может быть бесплатным при передаче телематических данных в платформу «Автодата». При эффективном внедрении сервис позволит избавить дороги от пробок средних и малых городов. Заработает этот новый сервис в 2022 году.
В частности, он будет информировать водителей о типе и условиях движения, средней скорости транспортного потока, ДТП, дорожных работах, закрытых участках дороги и состоянии дорожного покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного движения в Ленском районе в рейдовых мероприятиях задействованы участковые уполномоченные и другие сотрудники подразделения. Разработаны новые маршруты патрулирования, рейды проводят как в городе, так и в других населенных пунктах района. Ежедневно выявляется по одному, по два водителя в состоянии алкогольного опьянения. Также и выявляются несовершеннолетние, которые не имеют права управления или находятся в состоянии алкогольного опьянения. Это ежедневно. Также выявляется ряд нарушений по 264 прим. 1. 264 это управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это уже уголовная ответственность. Это неоднократность за данное административное правонарушение. В Алдане 30 июля отключат воду. По данным теплоэнергосервиса, с 9 утра до 5 вечера алданцы останутся без холодной воды. Это касается тех, кто живет на улицах Гагарина, Маяковского, Алданская, 10 лет Якутии 13, улица Бертина и Слепнева, начиная от 39-го дома. Воды не будет и в детском саду Мишутка. Дети сахалинских оленеводов приехали в гости в село Иенгра Нерюнгринского района. С какой целью они прибыли и как встретили гостей, рассказывает Анастасия Литвиненко. Село Иенгра вновь принимает гостей. Дети сахалинских оленеводов приехали сюда, чтобы увидеть красоту Якутского края и узнать о быте и традициях эвенкийского народа. В местной школе-интернате им рассказали об особенностях изучения культуры и современных проблемах якутских оленеводов. Демонстрируем культуру эвенков, так как они жили раньше, чем занимались. Здесь сохранилась первозданная природа. Здесь живут коренные жители эвенки, которые сохранили свой традиционный уклад жизни, то есть ведут кочевой образ жизни. Главной целью поездки стала долгожданная экспедиция в Якутскую тайгу, где дети провели 2 дня. Установить палатки, разжечь костер, отведать блюда эвенкийской кухни под открытым небом. То, о чем мечтали сахалинские дети, исполнилось. Ребята посетили несколько городов, но большую часть времени потратили на подготовку к походу. Закупались продуктами и вещами. Также мы были в городе Нерюнгре. Это тоже находится в республике Саха-Якутия. Мне очень нравится. Если была бы возможность продлить поездку, я бы ее продлила хотя бы до месяцев 2-3. Во время экскурсии по местному музею гости республики не только слушали, но и сами рассказывали об особенностях орнаментов сахалинских эвенков. У вас идет здесь отдельные рисунки, а у нас все идет одной линией. Но она где-то извивается и тому подобное. Дети тепло отзывались о поездке, говорили о красоте якутской природы и приветливости местных жителей. Они, как и организаторы поездки, надеются на скорое возвращение в Якутию, чтобы еще больше узнать о культуре уникального эвенкийского народа, бережно хранящих свою историю и традиции. Анастасия Литвиненко, Захар Головин, Нерюнгри. В Нерюнгре отметили День торговли. Местные власти вручили благодарственные письма и подарки работникам отрасли. Глава района отметил, что за последний год торговля в Южной Якутии вышла на более высокий уровень. Это появление новых торговых сетей, открытие торговых площадей и увеличение средней зарплаты. Более того, на данный момент Нерюнгринский район занимает 2-е место после столицы республики по объемам торговли. Минусы, конечно, да, это очень много занимает времени, сил, средств, то есть особенно в самом начале. Но из плюсов, это, наверное, то, что я нашел свое дело своей жизни, мне это нравится, и все время принадлежит именно моему занятию. В Подмосковье в деревне Собакино делают экологически чистые продукты, а семейное производство там стало делом всей жизни. Попробовать местные деликатесы и посмотреть на процесс производства отправилась наша коллега Майя Рыженкова. 7 гектаров домашнего хозяйства, где вместе уживаются козы и овцы. Небольшой производственный цех рядом с конюшней. И главное, душевные люди, которые любят свое дело и хотят накормить каждого. 5 лет назад семья Решетниковых рискнула открыть свой бизнес. Признаются, на производство органически чистых продуктов вдохновило появление детей. Не найдя достойных товаров на рынке, взялись за дело сами. Решили завести сначала одну корову, только для себя. Доили ее, все с ней там
фотографировались, любили ее и так далее. Она до сих пор у нас в нашем стаде. Агроферма – семейный бизнес не только на словах. В деле участвуют все. Например, маленькая Оля 6 лет помогает доить животных. Правда, как признается сама девочка, в фаворитах у нее козы. Снарядившись экипировкой, идем на производство молочной продукции. Там за главного сыровар Катя. Как уверяют другие члены семьи, об изготовлении вкусного сыра и йогуртов она знает все. Кстати, термостатные йогурты можно давать даже грудным детям, ведь их основа – биобактерии. Готовую массу разливают вручную. Так, и теперь нам нужно закрыть, да, молочко? Йогурт, точнее, наш, так. Сначала немножко назад. Назад. Ага. Чтобы поплотнее, да? Ага. Вот. Так. И теперь мы наше заквашенное молоко, закваска йогурт ставим в термостат на 3 часа. И температура будет 40-42 в термостате. И когда можно будет достать? Через 3 часа. И попробовать даже можно, да? Да. Отлично. Ну, побежали пока смотреть сыр. Главная особенность сыра Решетниковых – это основа из своего молока – коровьего, овечьего и козьего. Готовые головки сыра дозревают в специальном помещении, где температура воздуха не превышает 14 градусов. Вот в основном это стеллаж с козьим сыром. Новинка – мы стали делать сыр с добавками козьей, с можжевельником, с розовым перцем. Не успели разобраться с сыром, как надо идти проверять наш йогурт. А сейчас самый интересный этап. Мы будем пробовать то, что у нас получилось спустя 3 часа. Открываем наш йогурт. Туго затянули. Очень, кстати, густой. Пахнет свежестью. Это очень вкусно. Очень сливочный вкус, нежный. И обратите внимание, на крышечке есть конденсат. Это говорит о том, что йогурт действительно был только в этой баночке. Никто за время нашего отсутствия здесь ничего не менял, не подмешивал. Вот, так что это абсолютно натуральный продукт. Но это еще не все. Сыры «Хутор Метель» можно будет попробовать и купить в августе на сырном фестивале. Главный претендент на продажу – овечий сыр. Самый дорогой в коллекции Решетниковых и который нам удалось попробовать. Планы у Решетниковых масштабные. В ближайшее время Дмитрий хочет купить специальные приборы для доения, чтобы сделать этот процесс полностью автоматизированным. А еще построить на территории комплекса гостиницу для тех, кто хочет жить и работать вместе с их дружной командой. Майя Рыженкова, Юрий Филимонов, Ксения Чернихина. Новости 360. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на Якутии 24. Будьте всегда в курсе.